Сегодня мы с вами вновь посетим город Алекминск и познакомимся с очень интересной приемной семьей Пичугиных. Галина Титовна и Владимир Петрович – пенсионеры. Несколько лет назад по зову души они стали приемными родителями. Так получилось, что нас попросили пофотографировать детей двух, которые были в детском отделении. Вот, их хотели, тоже дети были уже брошены, по суду прошли, их хотели взять в Якутске семья. Вот, а я работала корреспондентом в местной газете. Я пошла в этот момент на репортаж и сделала материал про детское отделение. Но получилось, что весь материал был о том, что там вообще творится в детском отделении, потому что там в основном лежали, ну не в основном, но были дети, 6, по-моему, детей на тот момент, от которых отказались родители или их забрали, вот, брошенные. Я там увидела Алису. Алиса, вот эта сестра Игоря. Я их пофотографировала, поставила в газету. Материал вышел, и тоже моя подруга, она тоже в церковь ходит, она говорит, я посмотрела, там фотографии такие, говорит, я не могу, у меня, говорит, сердце разрывается, хочу взять ребенка тоже. Я, говорит, наверное, возьму вот этого. Показывает там другую фотографию мальчика какого-то. Я давай фотографировать, значит, вот эту девочку отправила этим людям, которые хотели взять детей. Оказалось, потому что у Алисы есть брат Игорь. Я давай его искать. Оказалось, что он в приюте был. Мы поехали в приют, я его пофотографировала, отправила. А потом эта семья передумала. Ну или им сказали, что нужно брать в своей опеке в Якутске. И получилось так, что этих детей как бы вот обнадеживали. Мне кажется, показалось, что у них семья будет и брошенная. И вот они мне из головы не выходили. Я потом тоже мужу говорю, да вот что делать-то? Мне кажется, говорю, их 2 раза уже предали. И мы вот одновременно с ними так сказали такую фразу, а может мы их возьмем? Почему-то такое было желание. Вот. И в конце-то концов, короче, когда я Игоря собралась брать, Алису уже забрала вот эта вот моя подруга. Вот. Но мы взяли Игоря, это было на 7 мая, я помню, 11-й год. И такая радость была в сердце, что как бы вот я то, что хотела, вот мне пришло вот это, я выполнила. Так вот началась наша жизнь. Он был полностью, как сказать, ребенком, который не говорил ничего. Но его сразу инвалидность мы сделали, начали обследование, очень сразу начали ездить в Якутске, в Сувак ездили, обследование проходили, лечение. Но какие-то все равно успехи, сдвиги были. Потом делали вот эту микротоковую рефлексотерапию. После этой рефлексотерапии, удивилась я, у него пошли улучшения, он стал спокойный, он стал адекватно смотреть вот так вот на тебя, он тебя видит, он с тобой разговаривает, он знает, что ты есть. И дальше потом, значит, у нас были и дефектологи, и, в общем, очень много мы лечения с ним прошли. Вот, а потом, через какое-то время нам предложили взять девочку. Вот, мы ее тоже взяли в опеке, и потом предложили вот Дениса 5 лет назад. Дениска появился, оказывается, это двоюродный брат Игоря, потом узнали уже. Это их матери, они родные сестры, оба лишенные. Вот. Поэтому, говорю, папа сказал, мы своих не бросаем. Мы взяли теперь и Дениса. Ну и уже вот 5 лет прошло, как Дениса взяли. Живем хорошо. Слава богу, Лиза у нас, она поступила в Намский колледж на художника. 1-й курс закончила. Я в музыкалке отучился 4 года. Играл на фортепиано. Часто нравилось, а часто, правда, не нравилось. Иногда даже не хотелось ходить, но все равно как-то заставляли меня ходить. И я, наоборот, рад, что я выучился в этой школе и хоть что-нибудь получил для себя, что я теперь хоть умею на фортепиано играть. А играет Денис на фортепиано очень красиво.
Денис сейчас находится в непростом подростковом возрасте, и советы приемных родителей очень важны для него. Мы стараемся, конечно, как сказать, своим примером показывать. Да. Опять же, что хорошо, что плохо, что нужно Своя делать, жизнь, что не надо делать. И если сделал, куда это может привести. Чтобы он заранее видел от своих поступков, что может произойти. То есть, пошел, допустим, конечно, не дай бог, чтобы пошел, выпил с друзьями. У него этого, я думаю, не возникнет желания. Чтобы думал о последствиях вначале, чтобы что-то совершить, какой-то поступок сделать, чтобы он задумался, что может, к чему это привести. Знаете, что-то еще хотелось, чтобы у нас среди опекунов, да, была своя какая-то связь. Хотелось, чтобы мы могли вместе собираться. Не то, что нам приказали, приезжайте, да, опека сказала, приезжайте на собрание, да, а чтобы это было какие-то регулярные, может быть, встречи, может, какой-то клуб типа, да? Потому что я смотрю сейчас, у меня много тоже в подписчиках есть приемные семьи, например, во Владивостоке, и там они очень дружно живут. Они там собираются, периодичность у них раз в месяц или как. Они общаются и с детьми, они общаются с сами родители. Они поднимают такие вопросы по воспитанию, потому что это очень трудно. Одному, который, допустим, человек взял ребенка, да, у тебя нету педагогического образования, у тебя нету психологического образования. Приемным семьям необходимы своевременная помощь и постоянное сопровождение, ведь это, несомненно, облегчает им многие моменты воспитания детей. В нашей республике идет системная, планомерная работа в отношении семей с детьми. Несмотря на все экономические трудности, вообще сложности, в послании главы в год матери было обозначено то, что обязательно надо поддержать приемные семьи. И буквально недавно на 38-м очередной парламентской сессии мы приняли совершенно новый закон, инициированный главой республики, о вознаграждении приемным семьям. Это очень долгожданный закон, все народные депутаты поддержали, и мы с большой радостью можем сказать, что это результат системной, планомерной работы общества и власти. Потому что эти вопросы всегда ставили приемные семьи. 31 октября 2019 года в стенах парламента Комитет по делам семьи и детства провел круглый стол развития Института приемных семей в Республике Саха-Якутия. Соответственно, здесь мы говорили о тех проблемах, которые встречают, когда семьи берут на воспитание детей. И очень отрадно, что принятый закон, он охватывает именно те проблемные вопросы, которые ставили приемные семьи. Соответственно, этот закон касается детей с инвалидностью, детей старше 14 лет, детей из одной семьи, братьев и сестер, которых очень сложно устроить приемные семьи. И я думаю, что благодаря этому закону будет действительно толчок хороший, что у нас меньше будет детей в казенных домах, и дети будут воспитываться в семьях. Знакомьтесь, Толя. Нашему Толе 3 года. Он у нас ласковый, добрый, умный и веселый мальчик. Толя ползает, аппетит у него хороший. Да, сон спокойный. Он любит играть с другими детьми в разные игры. Толя очень активно действует с предметами, перекладывает их, бросает, стучит. А еще Толе нравится заниматься в музыкальном зале. Молодец. Хлоп-хлоп-хлоп, сам хоп-хоп, я крошечка. Ага. Толя, посмотри, это кто? Кто это? Ляля? Ляля, около
Давай, ну-ка покачай. Я тебе песенку спою, а ты покачай, хорошо? Покачай, покачай. Как и все малыши, Толя любит играть с игрушками в сюжетно-ролевые игры. Ой, петушок. Давай погладим. Давай погладим. Не бойся. Петушок, петушок. А ну-ка давай зернышки дадим. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю. Давай ладошку свою. Да, ладошку давай сядем. Не хитри, давай. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю. Толе очень нравятся музыкальные инструменты. Ра-та-та-та-та. Давай. Ра-та-та-та-та-та. Ра-та-та. Еще. Ра-та-та-та-та. Толя веселый, добрый и открытый ребенок. Общение со взрослыми приносит ему большое удовольствие и радость. Любит Толя извлекать звуки из музыкальных инструментов. Или на маленьком поиграешь. Я принесла домой. Принесла. Давай, Толя, вот здесь вот. Ну-ка, поиграй. Давай, поиграй пальчиками. Вот так, пальчиками. У Толи есть определенные проблемы со здоровьем. К сожалению, он не ходит, но шустро ползает, не обращая внимания на свой недуг. Толя, как и все малыши, очень любознательный. Он не боится посторонних людей, проявляя искренний интерес и стараясь изучить что-то новое для себя. Мы надеемся, что наш Толя обретет любящую семью.